Башкортостане обсуждают реализацию концепции «Открытый роддом», которая должна изменить взгляд на привычные вещи. Что планируют сделать в республике, обсудим прямо сейчас в программе интервью в эфире главного телеканала республики. Сегодня с нами Диана Фарахова, член Общественной палаты Башкортостана, председатель наблюдательного совета общественной организации «Матери Башкортостана», а также руководитель рабочей группы концепции «Открытый роддом». Диана, здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. Расскажите, пожалуйста, как возникла идея, что она, какие смыслы в себя включает, да, и куда мы планируем прийти? Идея появилась не в этом году, а еще в прошлом году, но в результате пандемии мы не смогли ее реализовать в самом начале. А вот уже Координационный совет по семейной и государственной политике назначил рабочую группу. Она очень разносторонняя получилась. В своем составе мы имеем не только представителей государственных форм собственности роддомов, главных врачей, но и частных форм собственности, но и блогеров, но и общественных деятелей, и мам многодетных семей. То есть очень интересный состав получился. Идея, это федеральная идея, она родилась не в республике, пришла она к нам с инициативы Общероссийского народного фронта. Уже реализована на сегодняшний день в Москве и в ряде других субъектов Российской Федерации. Но мы в республике решили не остановиться только на открытом роддоме. Мы все-таки расширили эту идею до женской консультации, потому что все-таки беременность, она начинается не во время родов, а задолго до. Как мы знаем, она начинается за 9 месяцев, и женщина нуждается в особой заботе и в особом к себе отношении с самого начала. А все-таки что такое открытый роддом в условиях женской консультации, да, и роддома? Что получает беременная женщина? Ну, название проекта, оно сейчас пока условно, это все-таки просто концепция. Конечно, мы не говорим о том, что открытость предполагает, например, принятие родов в прямом эфире или что-то в этом духе. Мы говорим о доброжелательном отношении к женщине, о доброжелательном отношении к нашей беременной, роженице, родильнице. Она все-таки не пациентка, и приходит она в роддом не как в больницу, она приходит, ну и мы вот тоже, да, уже мамы, мы приходим туда за своим счастьем, за своим чудом. И, конечно же, любой роддом заинтересован в том, чтобы та женщина, которая впервые приходит за рождением ребенка, она туда пришла еще не один раз. И именно это и самое основное в этой концепции. Как мы понимаем, как все происходит сейчас, да? Женщина поступает в больницу, в женскую консультацию она также приходит, на процедуры. Я не знаю, можно ли описать, какие там особые открытости, вот если использовать вот эти термины, сейчас есть, да, затем она поступает в больницу, в роддом, где рождается ребенок, и через несколько дней выписывают, и вот уже через 3 там, и так далее, сколько дней приходит семья, и уже на выписке они все вместе встречаются. Что планируете изменить и поддерживает ли вот этот взгляд новый на традиционные вещи? Ну, председатель Координационного совета Максим Васильевич дал нам очень короткие сроки на то, чтобы мы разработали, какие критерии будем применять у себя в республике. Мы поэтому рабочей группы уже встречались, очень бурно обсуждали, что мы хотим в итоге, да, создать в республике. Мы приняли такое решение. Мы разработаем простые решения, те, которые и роддома, и женские консультации совместно с Министерством здравоохранения могут внедрить уже буквально на днях, то есть сразу же после того, как эти решения будут одобрены. А также мы разработаем критерии открытости и для роддома, и для женской консультации. Для того, чтобы получить такой статус, да, открытый роддом или там, ну, пока условное название у нас такое репродуктивная женская консультация, то есть настроенная на рождение детей, заинтересованность женщины в том, чтобы рожать не одного ребенка в семье, например, да. Так вот, мы разрабатываем критерии, но участие в этом проекте будет добровольно для каждого роддома. Если он захочет получить такой статус, значит, он будет участвовать, подавать заявку и показывать свою открытость. Открытость предполагает, если мы говорим о роддомах, это возможность, например, эпидуральной анестезии, если нет медицинских показаний. Это возможность партнерских родов, когда во время них присутствует, ну, например, супруг или мама беременной, да, роженицы. Это, например, такие критерии, как возможность посещать уже родильницу, да, родившую женщину, после того, как она это родила, и знакомство происходит тогда с ребенком не через 5 дней после выписки, а
непосредственно в роддоме. Конечно, все эти принципы открытости достаточно сложны сейчас к реализации, потому что мы находимся в ситуации эпидемиологической, я бы даже сказала, катастрофы, когда мы не можем активно общаться друг с другом. И, конечно же, роддом – это то место, в котором, ну, наверное, принципы чистоты, да, и вот минимум инфекции особенно важны. Поэтому мы в своих критериях обязательно учитываем состояние в субъекте санитарно-эпидемиологического режима. Это указы главы по возможности, да, допуска, учитываем нормы Роспотребнадзора, возможности посещения. Вот. Все это учтено. Конечно же, никто не хочет из роддома сделать место общественного вхождения и так далее. Но мы все-таки понимаем, что уже сейчас 70% у нас вакцинированы жители, и мы все-таки ближе уже к победе над коронавирусом. И уже ожидаем, вот, что в ближайший год там победа все-таки это состоится. По опыту Москвы, вы уже сказали, что там концепция «Открытый роддом», она действует. Что мы увидели, да, насколько эффективно? Но концепция в Москве реализуется только для роддомов. Из 17 роддомов Москвы 11 имеют статус открытости, открытого роддома. Там он реализуется общественной организацией. Мы же в республике делаем республиканский проект, то есть проект с поддержкой правительства. Все-таки это несколько другая форма. Мы расширяем его до всех медицинских организаций разных форм собственности, то есть не только на государственность, чтобы это распространялось. Конечно, все-таки первоначальный упор именно на государственные формы собственности, потому что все те процедуры, которые я перечисляла, они должны быть бесплатными для женщины. И очень важный фактор, о котором я забыла упомянуть, Екатерина, это фактор информирования женщины. У нас на сегодняшний день тема манипуляции, которая с ней производится, что в женской консультации, что в роддоме, как правило, замалчиваются. Не потому, что врачи не хотят об этом говорить, а просто они делают свои стандартные процедуры, то, что необходимо сейчас женщине, не проговаривая с ней это. Мы же хотим включить этот принцип в критерий открытости, чтобы все-таки женщина понимала, что да, вот она сейчас поступает в роддом, ей нужно переодеться, ей нужно вот эти процедуры пройти. Потом у нас есть необязательные процедуры, да, как вы знаете, вы же мама уже, да, вы знаете, что это и бритье, и клизмирование, например. Они не обязательны, и они должны производиться по желанию беременной и роженицы. Соответственно, это тоже должно быть проговорено вместе с ней, и далее она должна согласовать, да, действительно, она согласна, она понимает, что ей предстоит, сколько примерно по времени проходят роды, какие процедуры в период будут проходить, где родовой зал, как палата выглядит и так далее. Это все как раз является признаками и принципами открытости. Мы понимаем, в чем комфорт для рожениц и беременных женщин, а в чем польза для республики? Польза очевидна. Мы таким образом создаем конкурентную среду между роддомов, потому что эти критерии открытости, они позволяют, вы знаете, что на сегодняшний день у нас же родовые сертификаты выдаются не конкретному роддому, а женщина имеет право самостоятельно выбор свой осуществить. Так вот, чтобы она могла его осуществить осознанно, она должна понимать, какие медицинские организации представлены в ее городе или в ее районе. Мы говорим о всей республике, не только об Уфе. Вот. Она должна понимать, какие условия там нахождения, а для этого роддома должны показать, что у них внутри, то есть делать дни открытых дверей, возможно, и в онлайн-формате. То есть мы, конечно же, сейчас не можем говорить в условиях той эпидобстановки, которая в республике, о том, чтобы посещать, да, большим составом роддома, но онлайн вполне возможно показать, что, как выглядит, чтобы женщина понимала, в какой роддом она хочет идти. Мы говорим о принципах бесконфликтности персонала, его предрасположенности к беременной, открытости, соблюдением стандартов этики и деонтологии. Конечно же, там, где ей рады, ей улыбаются, ее встречают просто добродушно, туда, конечно, женщина пойдет быстрее. И, конечно, для республики это огромный вклад, потому что это значит идти в ногу со временем, значит показывать те технологии, которые роддома имеют на сегодняшний день, показывать тот персонал, обученный для того, чтобы работать с женщинами. Это огромный плюс на самом деле и возможность, как нам кажется, говорить не только о качестве предоставления медицинской помощи, но и о стимуляции тем самым нашей семьи к тому, чтобы в их составе было как можно больше детей.
Спасибо большое, Диана Тагировна. Еще один вопрос, если можно коротко. Мы понимаем, что открытый роддом – это часть большой семейной политики, да? Все-таки в перспективе, как планируется ее еще укреплять, изменять, к чему нужно быть готовыми? Но мы не зря начали с женской консультации, то есть мы все-таки хотим вести речь женщины и о планировании беременности, и не только женщины, а даже с парами. Предполагаем развитие института отца, отцовства. Готовить нужно необходимо не только женщину на самом деле, но и мужчину. Мы говорим о планировании с медицинской точки зрения, то есть о том, что должна пара вообще знать о своем здоровье, прежде чем планировать детей. Этот институт на сегодняшний день практически не развит ни в одном субъекте, то есть в плане семья, когда создается, да, регистрирует свои отношения в органах ЗАГСа, она не готова к тому, чтобы дальше переходить на следующий уровень. Она не знает ничего о своем здоровье, она не знает о том, какие специальные, там, может быть, психологические даже вопросы, на которые стоит обратить внимание. И этой темой мы тоже глубоко занимаемся в рамках проекта общественной организации нашей уже. Проект этот называется «Уйлаб Балатап», как раз «Планирую рожай». Он как раз говорит вот о этих признаках, о том, как нужно, на что обращать внимание. Я думаю, что это очень важный фактор. Ну и создание, конечно же, среды, инфраструктуры для детей, расположенной к тому, чтобы действительно было очень комфортно и нашим уже родителям, да, и будущим родителям, чтобы у них было действительно желание создавать как можно больше крепких семей. Спасибо вам большое. Это была программа «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. На этом все. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.